Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Давайте поговорим теперь о том, а что же делать, если уже случилось колдовство. Или как защищаться от колдовства. Да будет известно каждому, что лечение колдовства бывает двух видов. Лечение запретное и лечение дозволенное. Лечение запретное, пусть поймут все, пусть усвоят все. Пусть те, которые слышали, что есть колдовство, которые знают, что колдовство вредит, которые знают, что, насколько оно опасно для религии людей, для чести людей, слышат это, потом идут к колдунам, идут к прорицателям, пусть они знают, что есть запретное лечение и есть дозволенное лечение. Запретное лечение, что это за лечение? Это когда человек идет к колдуну, и потом колдун связывается со своим шейтаном и снимает это колдовство, конечно же, толкая человека на ширк, толкая человека на куфр. Говорит человек один другому человеку: а почему бы тебе не сходить к такой-то бабушке? Почему бы тебе не сходить к такому-то человеку? Он снимет с тебя колдовство, он вылечит твою болезнь. Выйдешь замуж после этого, или женишься после этого, или ты помиришься с мужем, или со своими родственниками. Так вот, если ты пойдешь к колдуну для того, чтобы он снял с тебя колдовство, знай, что ты совершил великий грех. Это харам. Более того, ты можешь стать неверным. Ты можешь стать не мусульманином, выйти из веры. Если ты пойдешь к колдуну, и колдун, и ты совершите деяния страшные. Колдун, что сделает колдун? Мы знаем, что колдун ничего не снимет ни с какого человека колдовство, пока он не окажет услугу шейтану, пока не поклонится шейтану, пока не выполнит какое-то действие, которое потребует от него шейтан. По унижению Корана, ты сейчас способствуешь этому действию, ты пошел к нему. Он будет унижать Коран, или он будет заниматься прелюбодеянием, чтобы угодить шейтану, или он будет совершать ширк, чтобы угодить шейтану. Он лишится, этот колдун, своей вечной жизни, а ты тоже, придя к колдуну и обратившись к нему, ты тоже совершишь великий грех и ширк, и куфар, и поэтому сказано: не из нас тот, кто занимается колдовством, или для кого делают колдовство, в том числе снятие колдовства колдовством. Поэтому не поддавайтесь искушению людей, особенно женщины, начинают, у которых мало знаний, начинают тебе говорить: ну вот есть в таком-то селе такая-то бабушка, или такой-то дедушка, или такой-то дядечка, ну вот люди ходят, и все находят исцеление, вот та 10 лет не было детей, 11-й родила, после того к нему сходила. Или говорят: болел там болезнью, рак и так далее, пошел к нему и излечился, и искушают тебя и говорят: иди. Так не иди, потому что Пророк говорит: не из нас такой человек. И сказано: кто пойдет к прорицателю или предсказателю, поверит в то, что он говорит, тот не верил в то, что не способно Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказано в хадисе: ла ядхулуль джанната му'минун биссихр. Не войдет в рай человек, который верит в помощь колдовства. Посмотрите. Не войдет в рай человек, верящий в помощь колдовства. После этого пойдет ли кто-то к колдуну? Разумный человек разве обратится после этого к колдуну? И нужно избегать их лжи. Они лгут, они тебе говорят: нет, я человек праведный, я лечу Кораном. А на самом деле, да, он, может быть, читает какую-то часть Корана, но там непременно в этом меде есть яд. Сладкий яд это, а на самом деле это губительный яд. Поэтому нужно опасаться того, чтобы идти к колдунам и обращаться к ним за помощью. Прежде чем пойти к какому-то человеку, да, предположим, у тебя болезнь какая-то, ты думаешь, что эта болезнь связана с колдовством. Если ты хочешь, чтобы кто-то почитал тебе какие-то заклинания из Корана или из Сунны, чтобы лечил тебя дозволенными шариатными способами, ты сначала узнай про этого человека. Кто этот человек? Этот человек из богобоязненных ли людей, из тех, которые молятся, совершают пятикратные намазы, совершают намазы в мечетях Аллаха Субхану ва Тааля. Это люди, которые следуют Корану и следуют Сунне пророка, алейхиссалату вассалам, неукоснительно. Это люди, которые находятся на пути сподвижников, праведных предшественников, имеющие знания, имеющие настоящую праведность. Так что люди праведные, религиозные, говорят про него: да, это праведный человек. А если религиозные люди не знают даже этого человека и ничего не говорят про него хорошего, как ты идешь к нему? Как доверяешь ему свою веру? Я не говорю, здоровье это не так важно, как важна вера для человека. Как ты идешь к человеку, который утверждает, что он лечит болезнь, если у человека нет никакого медицинского образования?
Если он не хирург, если он не терапевт, если он не невропатолог, почему ты идешь к нему и просишь у него исцеления? На что покупаются многие люди? Потому что такие колдуны, они действительно читают что-то из Корана. То есть слышишь, он читает Фатиху, слышишь, он читает, например, Кул Аллаху Ахад. Что-то читает из Корана, но делает это вперемешку с какими-то непонятными словами. С какими-то шиш-буш и так далее. Что-то такое они читают, какие-то свои слова, какие-то называют имена. Пользуясь случаем, скажу про дуа, которые называют Каранджа дуасы, распространяют очень часто, якобы, что если повесить эту бумагу у себя дома или в магазине, то будет барака, хорошо пойдет торговля и так далее. Кто-нибудь читал это дуа, которое, субханаллах, распространяют в книгах? Люди, которые претендуют на то, что они имеют знания религиозные. Да, дуа вначале, как будто бы там неплохой смысл, Аллах, Господь, Джибриля, Микаиля и так далее. А в конце идут арабской вязью имена неизвестного происхождения. Хорошо. Какие-то яслина, муштина, еще какие-то странные фразы. Что это такое? Если тебе колдун, да, он читает Коран, может быть что-то, но потом начинает читать непонятное что-то бурчать, или дает тебе какую-то бумажку и говорит, носи это на теле, а там что-то может быть и написано из Корана, потом какие-то непонятные цифры, какие-то непонятные рисунки, какие-то каракули, какие-то знаки непонятные. Знаешь, что это тебя сейчас толкают на многобожие, на язычество. И это очень страшно. Итак, это запрещенные виды лечения, обращение к колдунам и прочим. Но всегда Аллах Субхану ва Тааля оставляет выход. И есть благое лечение, правильное лечение, дозволенное лечение. Какое это лечение? Ну, во-первых, да будет всем известно, что самая главная защита от колдовства. И самое главное лечение от колдовства – это вот таухид. Это единобожие в сердце. Это правильная акида, убеждение. Ты будешь изучать религию Аллаха, ты будешь знать, кто твой Господь. Ты будешь знать, что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Ты будешь знать, что никто не снимет с тебя никаких чар, не отведет от тебя никакого зла, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Сказано, если Аллах коснется тебя какой-то бедой, болезнь или еще что-то, никто не снимет с тебя этого, кроме Него, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Кто от тебя уберет болезнь? Аллах Субхану ва Тааля. Некоторые говорят, ну колдун это просто причина. Мы понимаем, что все по воле Аллаха, но колдун это причина. Причина устанавливается Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах не сделал это причиной для исцеления. Аллах сказал, что это ширк, это многобожие. Будешь ли ты лечиться водкой? Или будешь ли ты лечиться, поедая свинину? Нет, а сейчас ты прибегаешь к тому, что хуже водки, хуже свинины, это ширк, это колдовство, это куфр. Мусульманин все время должен сердцем своим быть привязанным к Аллаху, уповать на Него всецело, опираться на Него, понимать, что в мироздании ничего не происходит, и лист не шевелится, иначе как по воле Аллаха Субхану ва Тааля. Он один распоряжается всем, Он один, который снимает, отводит зло от человека. Кто тот, который отвечает находящемуся в беде на его дуа, на его мольбу, и кто снимает, отводит зло, говорит Всевышний. А иляву ма Аллах, если Бог помимо Аллаха, калилан ма тазаккарун, мало вы поминаете. Поэтому человек обязательно должен знать, что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля, который Всевышний, ва илейхи юрджа'уль амру куллу фа'будху ва таваккаль алейх. К Нему, от Него зависят все дела. Так поклоняйся же Ему, только Ему, и уповай на Него. Если ты хочешь жениться, не можешь жениться, подними свои руки, обратись к Аллаху Субхану ва Тааля. Он, который наделяет женами. Нет у тебя детей, проси у Аллаха Субхану ва Тааля. Нет ничего-нибудь страшного, если ты обратишься к врачам, потому что это то, что дозволил Всевышний Аллах. Если Аллаху будет угодно, обретешь исцеление. То же самое касается недугов, то же самое касается всего остального. И говорит пророк алейхиссалату вассалям, знай, что если все люди соберутся, вся умма, все, кто есть и живы сущие, соберутся, чтобы причинить тебе зло, они причинят тебе зло ровно настолько, насколько это предопределил тебя Аллах. И если они все соберутся, чтобы принести тебе пользу, принесут тебе пользу ровно настолько, насколько это предопределил тебе Всевышний Аллах. Так уповай же на Него одного, это и самый главный средств защиты, это таухид и упование.
упования на Аллаха, от колдовства и прочего. И если ты будешь помнить об Аллахе и соблюдать его религию, Аллах будет направлять тебя, Аллах будет защищать тебя и от совершения грехов, и от различных бед, в том числе от колдовства. Итак, первое — это единобожие и упование на Аллаха Субхану ва Тааля. Второе — поминай много Аллаха Субхану ва Тааля. Поминай его много, и утром, и вечером, потому что поминание Аллаха, зикр, те поминания, слова поминания, которые приводятся в сунне пророка, алейхиссалату вассалам, если ты будешь произносить их, крепость. Это крепость, которая защищает тебя от всякого зла, в том числе и от колдовства. Читай по утрам и вечерам аят аль-Курси. Читай по утрам и вечерам по 3 раза суру Ихляс, и потом 2 суры, которые после нее, суру Аль-Фалак и суру Ан-Нас. Те слова поминания, которые учит пророк, алейхиссалату вассалам, они приводятся в книгах, как крепость мусульманина и другие книги, где есть достоверное сообщение о том, как поминал Всевышний Аллах пророк, алейхиссалату вассалам. Третье, если постигло колдовство, какое лечение? Лечение — это Коран. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Мы не спосылаем из Корана то, что есть исцеление и милость для верующих, говорит Всевышний. Коран — это шифа. Постигло тебя что-то из колдовства или твоих детей, почитай суру Фатиха. Фатиха, одно из названий суры Фатиха — шифа, исцеление. Читай дома суру Бакара, потому что дом, в котором читается суру Бакара, бегут оттуда шейтаны. Читай аят аль-Курси. Читай 2 последние суры Корана, «Куль аузу би раббил фалак» и «Куль аузу би раббин нас», потому что они были ниспосланы как лечение для пророка, алейхиссалату вассалам, от того колдовства, который пытался наслать для бедного Асам. Используй другие те способы, которые установлены в шариате, и знай, что никто не снимет с тебя колдовства и не уберет его, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, как сказал Муса: «Инна Аллах саюкталю». Поистине Аллах уберет это колдовство, разрушит его. «Инна Аллах ля юслиху амаляль муфсидин». Поистине Аллах не дает успеха деяниям сеятелей порчи. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит всех нас на правильных убеждениях, на таухиде, на единобожии, на вере в Аллаха Субхану ва Тааля истинной, чтобы мы жили мусульманами и умерли верующими, и чтобы были воскрешены в судный день с пророками и праведниками.